Дорогие друзья, я тоже постараюсь быть немногословным, но позицию, конечно, свою выразить должен. И как гражданин своей страны, и как ветеран войны нашей. Вот в этом году у нас исполняется ряд круглых дат, юбилейных, я бы так сказал. Не я бы так сказал, так оно и есть. И буквально через день-два, сегодня 24 число у нас, это 26 августа, у нас исполнится 15 лет. 15 лет с момента признания Российской Федерации и Республики Абхазии суверенным независимым государством, установлением между нашими странами дипломатических взаимоотношений. И я, и так же, как и весь наш народ, мы ждали и ждем, что мы будем торжественно отмечать эту дату. Также в сентябре 30-летие Победы мы собираемся отмечать и будем отмечать. 30-летие Победы, 30 лет мы живем в независимом свободном государстве Апсны. И вот в этих условиях, когда вот такое, я бы сказал, праздничное на душе настроение, я признаюсь честно, мне было очень неприятно и очень удивительно слышать слова Дмитрия Анатольевича Медведева, человека, который, будучи в статусе президента Российской Федерации, признал государство Абхазия суверенным, независимым государством. И его слова о том, что там, возможно, статус Абхазии будет изменен в силу тех или иных причин, там, если на то будет там какое-то изъявление. Вот здесь Асан Алексеевич тоже говорил, упоминал или Батау. То есть у нас само по себе, сам по себе такой плебисцит невозможен, он не может быть. Такие вопросы у нас не выносятся на референдум, они запрещены Конституцией. И потом за эти 30 лет у нас выросло целое поколение молодых людей, которые живут в своей свободной стране. Абхазы сами по себе народ, который ценит свободу больше жизни. Тем более выросло целое поколение людей, которые выросли в свободном государстве, которые просто не представляют себе другой жизни, просто как в своем независимом государстве. И я вчера мониторил, вот, старался следить в социальных сетях и смотреть, какова будет реакция наших официальных властей на высказывание, и будет ли она вообще, если будет, то какой она будет. И, наверное, в силу того, что не довелось нам услышать и чего-то или увидеть этой реакции, наверное, и приходится сегодня вот в таком составе говорить те слова, которые мы говорим. Я читал, вот я говорил, упоминал о том, что у нас выросло целое поколение молодых людей, которые, в общем-то, уже зрелые взрослые мужчины. Я вот читал пост Кана Таня, вот я даже, если можно, посмотрю и скажу, что я там в этом посте увидел, и что, в общем-то, соответствует действительности, что так оно и есть, о том, что каково сегодняшнее положение дел. У нас межгосударственные отношения Абхазии и России укрепляются и развиваются с каждым годом. Но выбор свой абхазский народ уже давным-давно сделал. Вот я слушал и выступления наших руководителей некоторых, которые говорят о том, что говорили о том, что там вот нам надо 19 век вспоминали, что о том, что нам надо делать там какой-то выбор и так далее. Мы свой выбор уже давным-давно сделали. И на референдумах 94-го года и 96-х годов. И с тех пор, в общем-то, в нашей жизни ничего не изменилось. Абхазия суверенное, независимое государство. И с этого пути сворачивать никто у нас не планирует. Касательно вспоминаний 19 века, и в 19 веке тоже свой выбор был сделан, в общем-то. Просто тех, кто этот выбор сделал, убили. И много событий с тех пор произошло после этого. Очень большое количество.
Но мы эти страницы нашей истории закрыли и стараемся сегодня про них не вспоминать. Но это не значит, что мы их забыли. Мы помним все, и плохое, и хорошее. Но стараемся выстраивать свои отношения с нашим великим соседом, с Российской Федерацией, на дружественной, взаимовыгодной платформе. Вот, наверное, в общем-то, что бы я хотел сегодня сказать. Я хотел бы, чтобы знали и наши граждане, и я знаю, что будут слышать нас и за пределами нашей страны, о том, что статус Абхазии изменить, не уничтожив полностью абхазский народ, невозможно. И даже после того, как, если не будет здесь абхазов, наверное, и камни, и деревья будут сражаться за эту землю. Мы живем здесь тысячелетиями, это Богом данная нам земля. Каждое наше поколение через раз проливало за нашу свободу и страну кровь. В общем-то, нам не хотелось бы. Мы считаем, что в 92-93 году мы закрыли эту кровавую страницу и с тех пор стараемся жить в мире со всем содружеством мировых государств.